детей. Семья Токмашова Анастасии Лаврентьевны из села Имик, 5 приемных. Семья Андыкашевой Зинаиды Романовны из зала Маткеч воспитывает 7 сирот. 11 приемных детей растит семья Копчегашевой Натальи Алексеевны, и 9 сирот воспитывает Сюй Елена Павловна. Обе семьи проживают в Шенинском районе. Семья Турчинова Александра Егоровна из села Уссос вырастила 4, а сейчас в семье растут еще 7 приемных. Это семьи, эти семьи не только растят детей до совершеннолетия, но и помогает им в получении профессии, жилья, устроиться на работу, а затем продолжает свою благую благородную деятельность, уже будучи в статусе бабушек и дедушек. В отчетный период большое внимание Совет старейшин уделял вопросам нравственного воспитания молодежи. Мы исходили и исходим из установок наших предков, которые утверждали, что только внешний облик, пол, темперамент ребенка зависят от природы, а характер и остальные человеческие качества полностью зависят от воспитания. И если мы хотим вырастить разумного человека, члена общества, мы должны руководствоваться проверенными жизнью принципами воспитания. Впервые такие принципы в Хакасии, как известно, были разработаны в глубокой древности. Это был кодекс чести древних хакасов, на основе которого воспитывались многие поколения этноса. 1000 лет назад наш древний кодекс был воспет великим поэтом Азербайджана Низами Генджеви. Однако позже, в связи с утратой национальной письменности, был утрачен и кодекс. Однако народ был вынужден передавать принципы воспитания в устной форме, которые в виде различного рода крылатых фраз, афоризмов, пословиц, поговорок были широко рассеяны и продолжали существовать в народном фольклоре. 5 лет назад мы вернулись к этой проблеме и возродили кодекс хакасов. Он призван формировать нравственный облик народа. Главная его задача – привить молодому человеку высокие духовные качества, поднять его сознание на уровень высокой человеческой морали, дать единое толкование основных понятий, жизненных явлений с общественных позиций, показать молодому человеку главнейшие ориентиры и цели по ряду важнейших направлений. В кодексе сохранены основные принципы воспитания, которые закладывались нашими далекими предками. Особо подчеркивается, что главное качество любого человека – это его полезность. Воспитание полезности должно начинаться с раннего детства и продолжаться всю жизнь. Еще будучи ребенком, человек должен усвоить, что он должен быть полезным вначале для семьи, в которой родился и живет, затем для будущей семьи, которую он со временем создаст, а по мере взросления масштаб полезности должен возрастать. Он должен стать полезным для рода, кровной частицей которого является, полезным для села, города, в котором проживает, и, конечно, для Родины. Человек достойно прожил свою жизнь, утверждали наши предки, если она протекала под знаменем полезности. Только тогда человек может сказать, что выполнил свою миссию на земле, и его имя останется в памяти потомков. В кодексе разъясняются такие понятия, как жизнь, родина, родной язык. Говорится о важности учебы, как главном способе улучшить свою жизнь. Говорится о труде, о семье, об отношении к родителям, к сиротам, об уважении старших, о воспитании детей и самовоспитании, о доброте и справедливости, о гостеприимстве и различного рода пагубных зависимостях. В кодексе подчеркивается, что главный смысл жизни человека определен Всевышним. Он формулируется кратко: «Рожай, воспитывай, твори». Это значит, каждый человек рожден для дела. Кто-то выращивает хлеб, разводит скот, лечит, учит, защищает страну.
кто-то воспитывает детей, производит товары. Найди себя и свое дело, и помни, что твои дела должны быть полезными для общества. Это главный наказ наших предков. Кодекс создан и начал работать. Мы убеждены, что заветы наших предков и бессмертные заповеди христианства будут по-прежнему выступать в качестве главного фундамента в деле нравственного воспитания будущих поколений. С позиции патриотического нравственного воспитания Совет Старейшин задумал памятник на горе Самохвал. Дела и подвиги, совершенные во имя и на благо Родины, бессмертны. Таков его смысл. Скульптор Вячеслав Николаевич Кученов и проектная группа Совет Старейшин нашли выразительную форму конструкции памятника и подготовили проект. Глава республики Виктор Михайлович Зимин одобрил идею и сам взялся за реализацию проекта. Изыскал средства, и в короткие сроки комплекс был сооружен. Сегодня на съезде мы от души благодарим главу республики за его активное участие в проекте и воплощение его в жизнь. Открытие памятника, как известно, состоялось в канун 70-летия годовщины Победы. В кодексе особо подчеркивается важная роль природных ресурсов и называется главной из них, которые обязаны беречь каждый человек. Это земля, вода, воздух, растительный и животный мир. Эти ценности всеобщее достояние. Они в равной мере принадлежат всем гражданам территории. Они обеспечивают человечеству жизнь, и потому в любом поселении, в любой местности они должны использоваться бережно и разумно. Между тем, отношение к этим ценностям в республике более чем равнодушное. А что касается экологии, то оно у нас, прямо надо сказать, круглая сирота. И никто серьезно не занимается. Это беспризорное дитя. Министерство природных ресурсов и экологии пока очень слабо ведается и пока не выполняет своих функций. Оно не проявляет интереса даже к информации о наличии природных ресурсов, не говоря о проблемах, связанных с экологией. Год назад мы выпустили специальный том энциклопедии, где собрали обширную информацию почти по 500 месторождений полезных ископаемых. Охарактеризовали минеральные, земельные, водные, биологические и другие ресурсы. Большой интерес к работе проявили власти соседних регионов Тувы, Алтая, Кемеровской, Иркутской областей, южных районов края, горные ведомства и университеты. А вот наше Министерство экологии даже не ознакомилось. Хотя по логике именно оно должно было стать инициатором создания такой работы. Нет там и перечня наиболее острых проблем. Может быть, с приходом нового руководства положение как-то поправится. Будем надеяться. Вот сейчас готовится крупный проект разработки Бельского месторождения угля. Проектируется 7 гигантских разрезов. А угольные разрезы – это, как известно, варварский способ добычи полезных ископаемых, в ходе которого уничтожаются огромные массивы земельных угодий. После выемки угля остаются котлованы, отвалы, выжженная и изуродованная земля. После реализации Бельского проекта республика навсегда потеряет около 600 квадратных километров долины 40 озерок. Размер территориального ущерба очевиден, он огромен. На этих землях расположены поселки, где проживает несколько тысяч населения. Сосредоточены поливные земли Кайбальская растительная система, орошающие десятки тысяч гектар пахотных земель, на создание которой, кстати, затрачен столетний труд сибирских мелиораторов. Находятся огромные пастбища пашни и сенокосы двух районов. И все эти ресурсы сегодня вдруг предлагается подарить столичным олигархам. И их фирма
часть которых зарегистрирована на Кипре и в других странах. Почему подарить? Да потому что налоги, которые, возможно, поступят в бюджет республики, даже на четверть не перекроет наносимый ущерб. Природные ресурсы – это народное достояние, и решение об их изъятии и использовании не может быть велейным. Как это уже имело место, например, при создании алюминиевого производства, где решение было принято узким кругом, то есть властной верхушкой, а расплачиваться здоровьем приходится массе народа. От онкологии, как известно, гибнут у нас тысячи. Это только в зоне влияния алюминиевых заводов. Хотелось бы надеяться, что решение по разрядам не окончательное. Оно будет еще тщательно взвешено, и в итоге будет найден разумный вариант с учетом интересов населения. Природные ресурсы региона, несомненно, должны использоваться. И на их основе должны создаваться новые предприятия, а следовательно, новые рабочие места, новые источники дохода. При этом создание новых производств должно однозначно вести к улучшению качества жизни населения. А в данном случае нам предлагается совершенно иная схема. Тысячи жителей, в основном коренного населения, грубо сгоняются с обжитых мест, с земли, которую они и их предки обустраивали веками. Сегодня им предлагается уйти неизвестно куда и начать жизнь сначала. Такое бесцеремонное обращение с коренным населением в угоду олигархов может иметь нежелательные, непредсказуемые последствия. Такое допускали даже и колонизаторы. И не случайно в последнее время совет старейшин буквально захлестнул вал обращения людей. Идут письма, звонки, делегации. Люди приносят копии материалов интернета. Всех волнует последствия разработки месторождений. А главное, неизвестность дальнейшей судьбы жителей. Еще со времен Карла Маркса хорошо известны принципы капиталиста. И в частности, что ради прибыли они способны пожертвовать родной матери. Но нас сегодня не волнует судьба их матерей. Это их проблема. А вот почему они решили без нашего согласия вмешиваться в нашу жизнь, пытаются уничтожать нашу землю, нашу природу, это наш вопрос. И население не намерено спокойно наблюдать за тем, как за его спиной он решается. Нельзя в этом деле игнорировать мнение коренного населения. Совет старейшин считает, что Бейский угольный проект не может быть реализован до тех пор, пока не будет обустроен быт населения, оказавшегося в опасной стране, пока не будут решены экологические вопросы, связанные с загрязнением реки Абакан, источником питьевой воды городов Абакана, Челогорска, десятков других населенных пунктов. Вопросы принципиальные и требуют незамедлительного решения. Тем более, что олигархи спешат. В прошлом году они, не ожидая каких-либо окончательных решений, срочно, в явочном порядке начали строительство разреза. Миллионные прибыли потекли в их карманы, а вопросы о судьбе населения и экологии района даже не обсуждаются. Наемные средства массовой информации по заказу хозяев отвлекают население и сосредотачивают его внимание на второстепенных технических вопросах. Например, на строительстве моста вблизи села Аршана, на прокладке участка железнодорожного пути от разреза до станции примыкания, на вопросах, связанных с логистикой перевоза и так далее. То есть основательно обсуждает вопрос, как дешевле вывести уголь в месторождение. Но только не главное, а можно ли вообще здесь его вообще добывать? Нельзя, исходя из интересов жителей, интересов населения республики. Размещение новых предприятий – это всегда большая комплексная проблема, затрагивающая не только экономику, социальную сферу, но и экологию региона. При ее решении нельзя выхватывать отдельные частные куски, отдельные стороны темы.
и заниматься только ими. Если мы разумные хозяева, мы обязаны рассматривать проблему в целом, то есть всю совокупность вопросов. Это тем более важно в данном конкретном случае, поскольку речь идет о судьбе коренного населения, о его будущем. Если, конечно, качество жизни и условия проживания местного населения каким-то образом беспокоит органы власти и понимается ими как ответственная задача, а не как простая политическая декларация. Говоря о создании новых производств, следует отметить, что в республике есть и позитивные примеры, где прежде чем принять окончательное решение о строительстве предприятия, проводится основательная подготовительная исследовательская работа, прежде всего в области экологии. Таким предприятием является сейчас Уинский завод электролитического и металлического марганца. В отличие от угольных разрезов Бельского месторождения, собственники завода основательно изучили вопрос о возможности создания такого производства в Хакасии и пришли к выводу: завод нужен и необходим с позиции всех уровней государственной системы. Он решает острейшие вопросы, проблемы развития, в том числе для России, для республики, для Ширинского района и, наконец, для поселка Туим. Россия, с его созданием, Россия освобождается от необходимости импортировать марганец из-за рубежа, требующего для производства качественной стали. Республика Хакасия и Шуринский район получает заметную добавку для выполнения своих бюджетов, а поселок Туим решает свою тяжелейшую многолетнюю проблему занятости населения и получает надежную перспективу развития социальной инфраструктуры, причем до конца текущего столетия. Как и любое металлургическое производство, завод может оказать влияние на окружающую среду. И вот именно с позиции оценки этого влияния заказчики организовали серьезную исследовательскую работу. В результате уже на предпроектной стадии появились рациональные конструктивные решения, которые сейчас закладываются в проект. Представители завода и общественности в прошлом году посетили экологический, аналогичный действующий завод в Китае, где убедились в безопасности производства. Несмотря на то, что китайский завод по мощности в разы превосходит Туимский, он размещен в центре многотысячного города, и благодаря применению современных технологий экологический ущерб от него сведен до минимума. С целью повышения гарантий Туимский завод предлагается строить вдали от поселка на безопасном от него расстоянии. До минимума сократится влияние завода на окружающую среду, атмосферу и воду. Бюджет республики, в зависимости от стадии освоения мощностей нового завода, может ежегодно получать прибавку в размере от 200 до 500 миллионов рублей. В период строительства на объекте должно быть занято 2000 человек, а в дальнейшем постоянная численность работающих составит более 1600 человек. Появление таких производств заметно улучшает качество жизни населения республики, и потому мы должны приветствовать такие проекты. Уделяя повышенное внимание вопросам нравственности, повышения духовного уровня жизни народа, Совет старейшин в отчетный период издан ряд книг патриотического толка. Среди них «Мудрые заветы предков», о Хакасии и хакасах, о ключевых вопросах истории их народа и ряд других, нацеленных на воспитание у молодого поколения чувства гордости за свою малую и большую родину, за свой народ, за его дела и конкретный вклад в развитие человеческой цивилизации. Примеров патриотизма в Хакасии предостаточно. В числе их на первом месте стоит подвиг простого хакасского охотника, который в 710 году завел тюркских завоевателей, пытавшихся напасть на хакасский каганат, непроходимые сианские дебри, и был там растерзан врагами. Этот подвиг совершен на 900 лет раньше
аналогично подвига Костромского крестьянина Ивана Сусанина. Много у нас примеров из истории народа и последующих веков. Отчетный период Совет старейшин и Хакасское книжное издательство начали публикации произведений новой серии под названием «Да, мы оттуда из глубин веков». В серии планируется рассказывать о наиболее интересных фактах и событиях, связанных с историей хакасского народа, о некоторых утраченных традициях и обычаях, о сакральных местах и объектах, о малоизвестных фактах и произведениях народного творчества, былинах, сказах, песнях, фактах и так далее, о мифах и загадочных явлениях, происходивших на территории населения Хакасии. В 2015 году вышли две брошюры этой серии. Одна из них носит название «Священные горы и язык» о сакральных местах Хакасии. Вторая «Корни и ветви древнего рода». К сегодняшнему съезду выпущена третья книга. Авторы отец и сын Кызласовы, Леонид Романович и Игорь Леонидович. Книга называется «Ключевые вопросы истории Хакасии». Она издана и сегодня роздана всем делегатам съезда. У делегатов есть возможность дома в спокойной обстановке познакомиться с ее содержанием, получить ответы на целый ряд важных вопросов, связанных с историей этноса, по которым, к сожалению, у нас имеется определенная путаница, навязанная нам работами отдельных недостаточно компетентных авторов. Одновременно книга поступает во все городские и сельские библиотеки. В отчетный период старейшины принимали активное участие в создании гимна, который был в декабре 2014 года был принят на сессии Верховного Совета. Гимн, наряду с другими ранее принятыми символами герб, призван способствовать патриотическому воспитанию молодежи. Ярких примеров, вызывающих чувство гордости за свою родину, у нас сотни. Мы гордимся тем, что именно здесь, на земле древних Хакасии, впервые в Северной Азии была создана архово-енисейская руническая письменность. Введена система орошения полей, сооружались крепости и монументальные царские гробницы, созданы уникальные наскальные рисунки, петроглифы, установлены сотни каменных менгиров, обозначившие места природных геопатогенных зон. Изобретен 12-летний календарь животных, признанный позднее в Китае и других странах Азии. Здесь задолго до новой эры было создано первое в Северной Азии государство Динлин, а позже же в Средневековье возник мощнейший хакасский каганат. Нет необходимости дальше перечислять великие разнообразные достижения нашего народа. О них можно говорить долго, но главное здесь не их число, а то, что у нас имеется хороший, прочный фундамент, богатейшая историческая база, на основе которой можно и нужно воспитывать любовь к своей малой родине. И к этой цели своей старейшин постоянно стремиться. Мы считаем, что надо продолжить работу по увековечению памяти ярких людей нации, ученых, руководцев, общественных деятелей, оставивших замечательный след истории с земли. В отчетный период по инициативе старейшин только в городе Абакане установлено около десятка мемориальных досок. Именем певца Владимира Герасимовича Чаптыкова названа Республиканская филармония. Есть улицы у Кужакова, Итыгина, Картанова и так далее. 2 года назад мы вышли с инициативой в связи с 90-летием и юбилеем нашего выдающегося ученого, написавшего историю Хакасии с древнейших времен до современности, присвоить его имя одной из вершин западного Саяна и назвать ее пик Леонида Кызласова. Глава республики Виктор Михайлович сразу поддержал идею, но, к сожалению, она надолго увязла в дебрях законодательной власти и до сих пор не реализована. В нынешнем году исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося общественного и политического деятеля, первого хакасского этнографа Степана Дмитриевича Майнагашева.
Он стоял у истоков современной хакасской государственности и первым ввел политический оборот этноним Хакасы. Считаем, что его личность должна быть увековечена в памяти народа. Она должна проявиться в названиях школ, улиц, населенных пунктов. В одном из населенных пунктов должен появиться его бюст или мемориальная доска. 100 лет назад по его инициативе вместо оскорбительных кличек абаканские, минусинские, чулынские и другие татары народу было возвращено его историческое имя Хакасы. Однако многие из нас до сих пор называют себя на бытовом уровне тадар. Но мы не татары, мы уникальная древняя нация. Пора избавляться от этой клички. Леонид Романович Козловцев называл национальным позором использование этой клички среди народа. Мы должны гордиться именем своей нации, не позволять дилетантам и невежественным лицам придумывать для нас новые прозвища, например, хоры, хангарайцы и так далее. Увековечивание имен и ярких личностей есть у нас и застаревшие бородатые проблемы. К числу таковых относятся идеи установки памятника Барсу Кагану, национальному герою Хакасии. Широко известный в тюркском мире герой эпохи Средневековья хакасский Каган Барсбек признан во многих странах Азии. Ему посвящены литературные произведения, народные сказания, установлены десятки скульптур. Между тем, здесь, на своей родине, он остается малоизвестным. Не случайно киргизская диаспора, проживающая в Хакасии, 3 года назад вышла с предложением поставить ему памятник на средства киргизов, то есть в порядке спонсорства. Совет старейшин отверг эту идею, отверг как оскорбительную. Памятник достойному сыну своего народа должен ставить сам народ, из чьей среды он вышел, а не несет добровольно соседей. И сегодня на съезде мы обращаемся к правительству помочь воплотить эту идею в жизнь. Работа над проектом памятника в настоящее время завершается в мастерской скульптора Вячеслава Кручинова. Почетный период большое внимание средств старейшин уделял вопросу разработки 5-томной энциклопедии.